Эти ребята не согласны с тем, что финансы – это всегда скучно и серо. Непонятные цифры и сложные расчеты – теперь их приоритет. Школьники тщательно готовились к фестивалю финансовой грамотности. Сейчас им не страшна даже пирамида МММ. К этому фестивалю нас подготовили наши любимые учителя Абукар Джибраилович, Мария Шариповна. Нам все помогали. После урока мы подходили к ним. Они выдавали нам материал, мы изучали. При подготовке к конкурсу учителя делали акцент на сильные стороны детей. Кто-то гуманитарий, а кто-то силен в математике. Мы готовили их по, финансовой грамотности. Это в данном случае тесты проходили на самом сайте Финграм-тест, который у нас обучает этой финансовой грамотности. Смотрели разные видеоролики по данному направлению. На фестиваль отобрали 4 ученика, таков регламент. В итоге собралась умная, задорная, сообразительная команда «Экстремалы». Свои возможности они показали в первом же конкурсе, выиграть который помогло не только наличие необходимых знаний. Первый раунд – это деловая игра. Второй раунд – игротека, и третий раунд – не в деньгах счастье. В первом раунде, то есть деловая игра, нам приходилось копить баллы и покупать наклейки для того, чтобы оформить ватман. В конце первого тайма надо было защитить этот ватман. Мы его защитили и получили максимальный балл, то есть мы выиграли в первом тайме. Их не настраивали так, чтобы они боялись. Мы сказали им следующее: поучаствуем, будет призовое место, будет здорово. Не будет призового места, просто получите удовольствие, потому что это фестиваль, это игра в некотором роде. Фестиваль проходил 2 дня. Во второй день командные соревнования для школьников прошли в яркой атмосфере праздника. Ученики смогли поиграть настольные и деловые игры, выполнить задания викторин и конкурсов, научились пользоваться банковскими картами, управлять личными финансами и внимательно читать договор. Ингушские школьники с заданиями справились лучше всех. В конце фестиваля, когда объявили 2 и 3 место, она все равно в душе была надежда. Было очень томительно, и когда объявили 1 место, мы прыгали выше всех, были очень рады. Ребята немного перефразировали известное выражение. По их мнению, тот, кто владеет финансами, владеет миром, и с ними сложно поспорить. Молодые люди, шагая во взрослую жизнь, должны знать азы финансовой грамотности, чтобы не допустить ошибок при планировании своего бюджета и обезопасить себя от финансовых потерь. Но фестиваль дал им не только багаж знаний, а в первую очередь подарил яркие эмоции и новые знакомства. Я познакомился с многими новыми друзьями, в основном с девушками, из волонтеров, и они тоже нам очень помогали и поддерживали нас. Финансовый ликбез необходим не только детям, но и взрослым. В рамках фестиваля прошли просветительские семинары для педагогов и методистов, посвященные темам защиты прав потребителей финансовых услуг и грамотности для детско-юношеской аудитории. Были дискуссионные площадки, было приглашено очень много специалистов именно по проблемам обучения финансовой грамотности. Принимали в дискуссии участие и мы, я сама лично тоже выезжала на этот семинар со своими педагогами. Ну а обращаясь к этим ребятам, сейчас одноклассники даже не в шутку, а всерьез к именам добавляет академик независимости. Такой статус школьники получили на фестивале. Лейла Гайсанова, Хаваш Гойгов, Новости 24.